В эфире игра «Ума палата». Игра, откуда можно уйти не только самым умным, но и богатым. Однако правила нашей игры весьма коварные. Думать надо быстро, отвечать тоже. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, то я буду ждать вас в финальных схватках за главный денежный приз – 100 тысяч рублей. А пока познакомимся с нашими следующими игроками. Игроки, представьтесь. Меня зовут Новар Андрей Григорьевич, я ученик Якутского промышленного техникума. Меня зовут Махначевский Александр, я студент Якутского промышленного техникума. Андрей, попадали ли вы когда-нибудь в авантюрные ситуации? Нет, у меня в жизни все спокойно. Как вы считаете, наша телевизионная игра может называться авантюрой? Думаю, да. Область каких знаний считаете своей сильной стороной? Игровой. Так, давайте уточним вопрос. Биология, химия, математика и другие предметы. В каких вы сильны? Давайте будет русский. Хорошо. Александр, многие наши игроки считают, что наши телевизионные передачи являются весьма стрессовой. Вообще в жизни вам приходится часто переживать стресс? Да нет, не особо. У вас также все спокойно, как и у Андрея? Да, отлично. Даже отлично. Какие вы знаете проверенные способы борьбы со стрессом? Да много чего есть. Спорт, например. Вы увлечены спортом? Да, есть такое. Каким? Борьбой? Прекрасно. Будем надеяться, что вопросы из области спорта вам тоже будут попадаться. Надеюсь. А меня интересует несколько другое. Какая область знания считается для вас самой сильной, кроме области, связанной со спортом? Математика, физика, А каких вопросов боитесь? истории. Принято. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата» – это 100 тысяч рублей. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем два шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Андрей, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы начинаем. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Андрей, место постоянного проживания Карлсона – это? Чердак. Верно. Как Александр, как называлась плетеная крестьянская обувь? Пас. Лапти. Андрей, мастер хлебопечения. Пекарь. Верно. Александр, возрастной ценз Кощея. Пас. Бессмертен. Андрей, родной брат Неваляшки. Пас. Ванька Встанька. Александр, всемирно известная американская студия мультипликационных фильмов. Дисней. Верно. Андрей, как называется жаровня для приготовления шашлыка? Мангал. Верно. Александр, как называют фрукты или сладкие блюда, подаваемые в конце обеда? Пас. Десерт. Андрей, как называется очень ходкая книга, изданная большим тиражом? Пас. Это бестселлер. Александр, напыщенная птица. Павлин. Индюк. Андрей, река, названная женским именем. Пас. Лена. Александр, русский поэт-песенник, герой партизанского движения Отечественной войны 1812 года. Пас. Денис Давыдов. Андрей, место в городе, отведенное для передвижения пешеходов. Тротуар. Пешеходная дорожка, верно. Александр, знаменитый итальянский скрипач-композитор. Пас. Никола Паганини. Андрей, на каком музыкальном инструменте играл Садко? Пас. На гуслях. Александр, какое животное в момент опасности жертвует своим хвостом? Ящерица. Верно. Андрей, в каком балете исполняется танец саблями? Пас. Гаяне. Александр, как называется вытканный вручную ковер картина? Пас. Гобелен. Андрей, как называется маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком? Пас. Кисет. Александр, сколько государств в Европейском Союзе? Пас. 28. Андрей, закончите вступительные строки стихотворения Александра Пушкина «Мороз и солнце», «День чудесный», еще ты. Пас.
Дремлешь, друг прелестный. Александр, какой художник написал картину «Рождение Венеры»? Пас. Боттичелли. Время вышло. Первый раунд завершен. И общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я задал вам 22 вопроса, при этом Андрей дал 4 правильных ответа, а Александр только 2. Андрей, каким образом вы не могли вспомнить реку, названную женским именем, учитывая, что живете в субъекте Российской Федерации, в которой эта река является главной? Запутался. Понятно. А в «Мороз и солнце, день чудесный» вы тоже запутались или вы просто не учили эти стихи? Не учил, к сожалению. Как вы учились в школе тогда? Очень плохо. Очень плохо, особенно по литературе. Да. Понятно. Александр, Да. Слушай. у вас дела еще хуже. Вы дали только 2 правильных ответа. С чем это связано? Как объясните? Переволновались, может. Переволновались? Но это не отсутствие знаний, да? То есть вы знали все ответы на все вопросы. Не на все ответы. Знали. Запутались немножко. Запутались. Да. Мне кажется, что не немножко. Мне кажется, что очень даже множко. Ладно. Андрей, а вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд длится также 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не предоставляет своему оппоненту ни единого шанса для ответа. Андрей, кто впервые в мире вышел в открытый космос? Юрий Гагарин. Алексей Леонов. Александр, кто в России изобрел радио? Пас. Александр Попов. Андрей, какая из спортивных игр возникла в Шотландии в начале 16 века? Футбол. Керлинг. Александр, какой океан ранее назывался Гиперборейским? Пас. Северный Ледовитый. Андрей, спутником какого небесного тела является Харон? Пас. Александр, супругой какого русского царя была Марфа Васильевна Собакина, пробывшая ею всего 15 дней? Пас. Иван Грозный. Андрей, что такое Махабхарата? Пас. Древнеиндийский эпос. Александр, в качестве чего задумывали использовать шпиль знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State Building его создатели как причальная мачта для дирижаблей, как телевизионная башня, как громоотвод? Как телевизионная башня. В качестве причальной мачты для дирижаблей. Андрей, на территории бассейна какой реки пролетел знаменитый Тунгусский метеорит? Пас. Енисей. Александр, что означает бинди, точка, которую индийские женщины рисуют в центре лба? Пас. Что замужем? Андрей, для ухода зачем изначально предназначалось косметическое средство, получившее название помада? Пас. За волосами. Александр, много ли людей выживает после удара молнии? Большинство, половина, никто. Половина. Большинство. Андрей, сколько ножек у бабочки? Можно еще раз? Я не понял. Сколько ножек у бабочки? Пас. 6. Александр, какой из европейских языков является самым распространенным в мире? Английский. Верно. Андрей, Александр, какой из советских пассажирских самолетов марки Ту был сверхзвуковым? Пас. Ту-144. Андрей, в каких единицах измерения измеряют силу ветра? Метр в секунду. Баллы. Александр, типичная обувь славян. Пас. Это снова были лапти. Да. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 17 вопросов. При этом Андрей дал 0 правильных ответов, Александр – 1. Это означает, что с Андреем мы будем прощаться. Андрей, вы игрок, который в первом раунде дал в 2 раза больше правильных ответов, чем ваш соперник. Не обидно сейчас покидать игру? Обидно. С чем связываете свой проигрыш? С поражением. Поражение чем вызвано? Почему не было ни одного правильного ответа? Переволновался. Понятно. Вопросы, может быть, были сложные? Да, это тоже. Это тоже сыграло свою роль. Александр, вы рады, что выиграли своего соперника? Ну, есть чутка, но Есть чутка? Вы учитесь в одной группе? нет. То есть про уровень интеллектуальных способностей своего однокурсника вы не знаете? Нет. Нет. Понятно. Считаете, что выиграли честно? Ну, хитрости вроде и не было. Нет, хитрости не было. Это была честная игра по правилам нашей игры. В третий раунд проходит игрок, давший наибольшее количество правильных ответов во втором раунде. Это были вы со своим одним правильным ответом. А с вами, Андрей, мы будем прощаться. До свидания. До свидания. Александр,
Для того, чтобы побороться за главный денежный приз игры «Ума палата» в 100 тысяч рублей, нужно набрать 20 правильных ответов. У вас на данный момент только 3. В третьем раунде у вас будет только 1 минута для ответов. Вы думаете, сможете выиграть? Не знаю даже. Понятно. Ну, будем надеяться, что да. Каким-то образом готовились к третьему раунду? Вообще к игре? Нет, вообще не готовился. Никак не готовились. А для спортсмена важна подготовка? Да. Конечно. И в интеллектуальных играх подготовка тоже играет немаловажную роль. Жаль, что вы не готовы. Итак, ровно 1 минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» 100 тысяч рублей. Александр какому президенту приписывает прекращение рабства в Соединенных Штатах? Трамп. Линкольну. При какой температуре по Фаренгейту замерзает вода? Минус 20. 32. При какой температуре по Цельсию замерзает морская вода? 15. Минус 2. Как называется угол 90 градусов? Прямой. Верно. Период правления какой императрицы называют Бероновщиной? Екатерина II. Анна Иоанновна. Кровью питаются только самки комаров. А что едят самцы? Не едят. Нектар, сок растений. Что из этого можно есть? Натрий 2СО4, натрий HCO3, на H хлор. H сел. СО сколько? H цел. Понятно. Нет. Пищевую соду натрий HCO3. Какая из этих стран имеет наибольшую площадь? Канада, Китай, США. Канада. Верно. Решите задачу. Вам подарили 20 яблок, вы съели 10%. Сколько яблок у вас осталось? 18. Верно. Как белые медведи охотятся на пингвинов? Пас. Никак. Они обитают в разных местах. Время вышло. Александр, каким образом, по вашему мнению, Трамп прекратил рабство в Соединенных Штатах Америки? Это когда произошло? Ну это... Даже не знаю, просто наскоряк то, что в голову прилетело, то и сказал. Понятно. Ну а зачем же вы обидели самцов комаров, которых вы сделали бессмертными, как Кощеев? Вы ответили, что они ничего не едят. Тоже наскоряк все ответил. Наскоряк. Но постарайтесь в будущем наскоряк не отвечать, все-таки взвешивать свои ответы. Ну что же, Александр, за время третьего раунда я задал вам 10 вопросов, при этом вы дали только 3 правильных ответа. Но тем не менее я могу отметить, что в качестве своей сильной стороны вы называли математику в начале игры и действительно подтвердили это, ибо были вопросы математического характера, и вы быстро с ними справлялись, так что браво. Играли вы неплохо, но, к сожалению, сегодня удача была не на вашей стороне. Итак, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку своих правильных ответов до 20, и поэтому покидаете нашу игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Место, в котором можно выиграть 100 тысяч рублей. Сегодня деньги остались у меня. Может быть, повезет следующим игрокам. Это игра «Ума палата». В конце января 1924 года тело Ленина было помещено в деревянный мавзолей, построенный на Красной площади. Однако этот случай бальзамирования человека нельзя назвать беспрецедентным, ибо были и другие случаи. Вопрос. Кого из известных россиян, кроме Ленина, также превратили в мумию? Именно этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним игрокам, ибо я убежден, что они знают ответ на этот вопрос. А пока представьтесь. Эдуард Миронов, преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СУФУ. Алексей Корякин, преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СУФУ. Алексей, кого из известных россиян предали бальзамированию? Ну, вместе с Лениным, как я помню, лежал и Сталин одно время. Может, он? Эдуард, вы знаете ответ на этот вопрос? Нет, не знаю. Вы не знаете. Алексей, ваш ответ можно считать за правильный, ибо этих людей было в нашей стране несколько, и Пирогов, и в том числе Сталин. Алексей, считаете ли вы себя эрудированным человеком? Да, считаю, мало, но эрудированный. Что вы говорите? Всего помалу, но я эрудированный. Это весьма нескромно, и так подобные высказывания в нашей игре
А в последующем оборачивается против наших игроков. Ну что же, проверим вашу эрудицию. А умным себя вы тоже считаете? Не слишком, но да. Ага, еще лучше. Ну и давайте, перечислите области знаний, я думаю, что их будет порядка нескольких десятков, в которых вы сильны. Физика, математика, что, история нового времени. Ну, и так далее. Эдуард, как вы видите по своему коллеге, в нашу игру приходят люди, обладающие просто энциклопедическими знаниями. Себя вы можете причислить к подобным людям? Ну, я к себе отношусь скромно, реалистично пытаюсь. Так что эрудированный человек – это, скорее всего, человек, который знает много обо всем, а я скорее знаю всего по чуть-чуть, ну, о многом, наверное. А есть все-таки область знания, в которой вы можете себя назвать уж точно знатоком? По компьютерным играм, не знаю. Вот такие точные науки, как физика, математика, скорее всего, нет. Понятно. Не зря вы себя называете скромным человеком, потому что действительно познания пока что, по вашим словам, весьма небольшие. Проверим также это в нашей игре. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз – 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Красный. Эдуард, у вас шар красного цвета. Преимущественное право за вами. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Эдуард. Эдуард, как называется огромный остров или континент, затонувший в океане не так давно, что его существование уже мало верится? Атлантида. Верно, Алексей. Древнегреческий ученый, клятву которого знает каждый врач. Гиппократ. Верно, Эдуард. Казачий атаман, предводитель походов в Сибирь. Ермак. Верно. Алексей. 100-я часть числа – это? 1/100. Процент. Эдуард. Солдат с 16 века, вооруженный фитильным оружием – это? Пехотинец. Мушкетер. Алексей. Другое название Древней Греции. Пас. Эдуард. Жилище крупного феодала в средние века. Замок. Замок, верно. Алексей. Лженаука, соединение различных веществ с целью получения золота. Алхимия. Верно. Эдуард. Священная книга мусульман. Коран. Верно. Алексей. Гигантская жаба. Пас. Ага. Эдуард. Государство, во главе которого стоит один человек. Монарх. Верно. Алексей. Что легче, 1 килограмм ваты или 1 килограмм железа? Одинаково. Верно. Эдуард. Название религии таиландцев. Буддизм. Верно. Алексей. Рядовой член общины монастыря. Монах. Верно. Эдуард. Народное собрание в древней и средневековой Руси. Это? Вече. Верно. Алексей. Ее снимают при входе в мечеть. Шапку. Обувь. Эдуард. В каком году была Куликовская битва? Так, 1223. В 1380-м. Алексей. Может ли при умножении получиться 0? Да. Верно. Эдуард. Наемный рабочий, передвигавший речные суда вручную с помощью бичевы или весел. Это? Эти бурлаки. Верно. Алексей. Описание собственной жизни. Биография. Автобиография. Верно. Эдуард. Спрятанные, чаще всего зарытые в землю вещи, не взятые владельцами, позднее случайно обнаруженные. Это? Клад. Верно. Алексей. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я задал вам 21 вопрос. При этом Алексей дал 6 правильных ответов, а Эдуард 9. Алексей, вы себя назвали не просто эрудированным человеком, а даже умным. Почему вы дали только 6 ответов, учитывая, что с вами рядом стоит весьма скромный человек? Ну, так получилось. Он скромный, но тоже не менее умный. Не менее умный, чем вы? Да. Сдается мне, что он умнее вас. Эдуард,
9 правильных ответов в первом раунде. Это неплохая заявка. Второй раунд будет решающим. Сможете ли вы во втором раунде дать такое же количество правильных ответов? Ну, постараюсь, конечно. Постарайтесь. А пока что вы получили преимущественно право ответа во втором раунде. Во втором раунде у вас будет также 2 минуты для ответов на вопросы. Вопросы будут задаваться после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий только правильные ответы, не оставит своему оппоненту ни единого шанса для ответа на вопросы. Эдуард, на каком материке нет рек? Антарктида. Верно. Эдуард, очковая змея – это? Кобра. Верно. Эдуард, бежала тройка лошадей, каждая лошадь пробежала 5 километров. Сколько километров проехал ямщик? 5. Верно. Эдуард, заледневшая корка на снегу после короткой оттепели – это? Пас. Наст. Алексей, телега, которая в басне Крылова осталась на месте. ВОЗ. Верно. Алексей, в каком море ловят рыбу жители 3 частей света? Японск. В Средиземном. Эдуард, русский писатель, подаривший нам малахитовую шкатулку. Пас. Бажов. Алексей, как еще по-другому называют гипопотама? Бегемот. Верно. Алексей, какая река дважды пересекает экватор? Нил. Конго. Эдуард, утверждение, принимаемое без доказательства. Аксиома. Верно. Эдуард, самый мелкий океан. Южный. Северный и ледовитый. Алексей, какая часть зарплаты выданная вперед? Аванс. Верно. Алексей, самая населенная часть Земли, света? Евразия. Азия. Эдуард, как называется место впадения реки в море, озеро или другую реку? Усте. Верно. Эдуард, смелый вождь свободного волчьего племени в сказке Киплинга Маугли. Акелла. Верно. Эдуард, полосатая африканская лошадь. Зебра. Верно. Эдуард, линия кажущегося соприкосновения неба и земной или водной Горизонт. поверхности. Верно. Эдуард, каким словом можно назвать бесхвостое земноводное с бородавчатой кожей? Амфибия. Жаба. Алексей, надпись на почтовом конверте, указывающая место получателя. Индекс. Адрес. Эдуард, отрезок, соединяющий точку окружности с центром. Радиус. Верно. Эдуард, какие ноги вырастают у головастиков раньше, передние или задние? Задний. Верно. Эдуард, походная сумка. Рюкзак. Верно. Эдуард, на каком дереве растет инжир? На инжирном. Фиговая. Алексей, огражденная канатами площадка для бокса. Ринг. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Всего во втором раунде я задал вам 24 вопроса, при этом Алексей дал 5 правильных ответов, а Эдуард 11. Это означает, что, Эдуард, вы уже набрали 20 необходимых вопросов для того, чтобы пройти на следующий этап игры «Ума палата». Алексей, мне хочется поговорить с вами. Как так получилось? Везение. Чье везение, Эдуарда? Обоих. Кому-то сторона, госпожа удачи поворачивается не той стороной. То есть сегодня госпожа удача повернулась к вам задом. Спиной. Но лично я не удостоверился в том, что вы эрудированный и умный человек. А вас, Эдуард, мы попросим остаться. Алексей, до свидания. До свидания. Вы рекордсмен в самых разных смыслах этого слова. Уже во втором раунде вы набрали 20 правильных ответов, и для нас это уникальный случай. Поделитесь секретом, лайфхаком с будущими потенциальными участниками игры «Ума палата». Каким образом можно дать такое большое количество правильных ответов так скоро? Лайфхаков как таковых нету, это просто мой жизненный путь был такой. Вопросы, которые попадались, в жизни с ними я тоже сталкивался. И с детства я любил читать энциклопедии всякие. Вообще интересно мне обо всем узнавать. Эдуард, для телезрителей уже нет интриги, как и для нас. Но нам интересно, каков будет общий счет ваших правильных ответов за одну игру, поэтому я предлагаю вам перейти к третьему раунду. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Возможность побороться за главный приз появится у вас в конце телевизионного сезона. Эдуард, русский писатель, автор рассказа «Белый пудель». Пас. Куприн, в каком отделе головного мозга расположены центры, отвечающие за дыхание? В спинном. Продолговатом. Краткий иносказательный рассказ в стихах или прозе с нравоучительным выводом? Пословиц. Басня. Прогулка, ходьба для отдыха, лечения. Променад. Мацион. Где находится Аравийская пустыня? В Азии.
В Африке в какое море не впадает ни одной реки? Красная. Верно. Речь одного студента, обращенная к слушателям или к самому себе. Монолог. Монолог. Непоседливый длинноносый деревянный мальчик. Пиноккио, либо Буратино. Верно. Имя богатыря из города Мурома. Илья Муромец. Верно. Кто автор стихотворения, в котором есть слова «Послушайте, ведь есть и звезды зажигать, значит, это кому-нибудь нужно»? Пас. Маяковский. Какой материк самый удаленный от Северного полюса? Антарктида. Верно. К какому царству относятся морские губки? Пас. Это животные. Время вышло. Третий раунд завершен. Эдуард, за время третьего раунда я задал вам 12 вопросов, при этом вы дали 5 правильных ответов. Это означает, что общий ваш счет составляет 25 правильных ответов. Чтобы вы не ловили звезд с неба, а про звезды, между прочим, был вопрос Маяковского, я хочу сказать, что 25 правильных ответов – это не только результат уровня вашей эрудированности, познаний, но и в том числе везения. Потому что не стоит сбрасывать со счетов то, что в первых 2 раундах вопросы были крайне легкими. За всю игру вы смогли пополнить копилку правильных ответов до 25, поэтому мы с вами увидимся в финальных играх. До свидания. Спасибо, до свидания. Это игра «Ума палата». У нас есть претендент на победу. Быть может, мои вопросы не так сложны, и в следующий раз именно вы будете этим счастливчиком, который пройдет на следующий этап. Об этом узнаем на следующей неделе.